Бурные спортивные выходные. У сибайских ребят новые места и награды. Экологичность и дешевизна природного газа. В городе планируется строительство газонаполнительной компрессорной станции. Народные гуляния, сжигание чучела. Сибайцы отметили последний день Масленицы. Снежные заносы, метели, гололед. МЧС предупреждает об ухудшении погодных условий. А теперь об этом и другом более подробно. Здравствуйте! В эфире городского телевидения выпуск новостей в студии Наиля Ахмедшина. В Главном управлении МЧС России по Башкортостану предупреждают о снеге с дождем и гололедице. Со ссылкой на данные Республиканского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды ведомство сообщает, что 28 февраля ожидается облачная погода, ночью с прояснениями. Прогнозируется слабая метель и гололед. На дорогах снежные заносы и накат. Такая ситуация складывается и в связи с тем, что в минувшие выходные произошло резкое потепление температуры воздуха. Работники управления жилищно-коммунального хозяйства Сибая все эти дни активно очищают дороги от снега и наледи. Основная техника нашего учреждения брошена на центральные улицы нашего города, которая непосредственно расчищается, и в выходные дни расчищались, и на сегодняшний день тоже продолжается. Также с 6 утра ежедневно выезжает техника по отсыпке улиц. Это, во-первых, основные перекрестки нашего города, центральные улицы, также автобусный маршрут, также пешеходные переходы и остановочные пункты. Все 11 поселков до 23 февраля были расчищены. Кроме Аркаими есть там ситуация по улице Симакова, где 2 дома на сегодняшний день также остаются без, получается, подходов к дому. Но данный вопрос на сегодня решается, то есть завтра запланирована техника, то есть будет вывозиться снег с этих 2 домов, возле данных домов, так как грейдера и гусеничные тракторы и другие техники, которые есть в нашем учреждении, не справляются с данной ситуацией. Остальные поселки были расчищены в полном объеме, заявки принимали от председателей ТОС, с которыми мы тесно занимаемся, то есть они нам дают основные заявки, то есть потом мы уже планируем и отправляем им технику в тот или иной поселок. Также бы хотел сказать, вот у нас есть микрорайон Северный, тоже очень отдаленный от нашего города, в связи с чем после буранов там было очень большое скопление снега, расчищали 2 дня, 2 суток. Брошено было 3 единицы техники туда, то есть и грейдер, и гусеничный трактор, и МТЗ, но в течение 2 суток мы его полностью также убрали. Также на сегодняшний день вывозится с центральной площади нашего города, получается, ледовые фигуры, горка, игровая площадка. Начали это в выходные, в связи с тем, что тоже с резким потеплением погоды. Также сегодня будет все это вывезено, и горка, и игровая площадка, и все ледяные фигуры. Праздничную неделю Масленицы завершили большие народные гуляния по всей стране. Зиму провожают сжиганием чучела, конкурсами и блинными ярмарками. Последний день Масленицы отметили и сибайцы. Счастливые лица малышей, атакующие тающие снежные сугробы, яркие платки на плечах румяных девушек. Несмотря на мокрый снег и холодный ветер, последний день Масленицы запомнился сибайцам как один из самых веселых праздников. Массовые гуляния, ярмарка угощений и праздничный концерт предшествовали традиционному сжиганию чучела, которое означает уход зимы и знаменует обновление жизни, радостное пробуждение природы. Собралось приличное количество людей, все веселятся, празднуют. Я от всей души хотел поздравить сибайцев с праздником, пожелать им здоровья, чтобы были красивыми, любимыми, успешными. По одной из версий, в основе возникновения слова «масленица» лежит русский обычай выпекания блинов. Эта традиция связана с желанием людей расположить к себе солнышко, уговорить его при помощи блинов согреть замерзшую землю. Именно круглый блин, символ солнца, был жертвенным хлебом, даром языческим богам. Уважаемые горожане, сегодня праздник, угощайте, сегодня Масленица. Всех поздравляем с праздником. Окончание Масленицы – это замечательный праздник, когда наступает весна. Сегодня так же, как и все горожане, весну встречать. Блинов много напекли, а блины – это символ солнца.
народа. Вот поворот на весну, ждем весну, хотя сегодня прохладно, но в душе у нас тепло. Хороводы, песни, танцы, развлекательные игры для детей. Один из самых светлых праздников удался на славу. И теперь все сибайцы с нетерпением ждут теплых весенних деньков. Евдокия Титаренко, Алик Кадыров, Любовь Карпова, телекомпания СТВ. Башкортостан является приоритетным регионом, выбранным открытым акционерным обществом «Газпром» для долгосрочного сотрудничества в области становления российского рынка газомоторного топлива. Республика станет центром заправочной сети, которая будет постепенно распространяться на соседние с Башкортостаном регионы. Правительство Республики Башкортостан считает необходимым увеличивать потребление метанового спроса за счет сокращения использования нефтепродуктов для автотранспорта. Республика целенаправленно расширяет инфраструктуру газомоторной отрасли экономики и автомобильный парк, работающий на природном газе. Экологически чистое и в то же время экономичное топливо. Этого вполне достаточно, чтобы автовладельцы при выборе вариантов заправки отдавали свое предпочтение именно природному газу. Правда, пока сибайским водителям не так просто добраться до специализированной автозаправки. Но вскоре ситуация должна измениться. В городе планируется строительство газонаполнительной компрессорной станции. Она будет возведена на Зилаирском шоссе в районе Сибайского автотранспортного предприятия. Сегодня у нас состоялось совещание по строительству газомоторной заправки. Здесь как раз мы стоим на площадке, где определена у нас территория площадью 1 гектар для строительства данной заправки. Сегодня были также представители у нас «Газпрома», обсудили с ними вопросы. В принципе, на сегодняшний день вся проектно-сметная документация выполнена, сейчас она дорабатывается. Нормативы по удаленности таких заправочных комплексов от жилых домов предусмотрены гораздо более жесткие, чем для обычных автозаправок. В этом отношении место для будущего объекта вполне соответствует всем существующим требованиям. По соседству раньше здесь была болотистая местность, но с очисткой русла реки Карагайлы проблема устранена. Условия местности позволяют, уже все мероприятия по подготовке земельного участка прошли. Данный земельный участок он соответствует под строительство газомоторной заправки. Все необходимые технические условия по подключению инженерных сетей, они также выданы. Здесь у нас намечается строительство газопровода низкого давления, 850 метров линий электропередач, где-то 900 метров, и водопровод. Водопровод буквально он проходит весь через дорогу. То есть все условия для строительства данного объекта с инженерными системами он подходит. Основное отличие газонаполнительных компрессорных станций от обычных газозаправочных станций в том, что газ в их случае подвергается комплексной обработке на месте. Технологический процесс включает в себя очистку, коммерческий замер, компримирование, осушку газа от влаги и хранение. Питается же станция от общего сетевого газопровода. По предварительным данным, новая заправка в Сибае должна появиться осенью нынешнего года. Лена Кириллова, Айгуль Хамитова, Радмир Исенгулов, Любовь Карпова, телекомпания СТВ. На днях на базе Дома молодежи состоялась выставка-ярмарка социальных услуг. На единой площадке жители смогли ознакомиться с целым спектром социальных услуг, а также получить их абсолютно бесплатно. Выставка-ярмарка стала своеобразной презентацией услуг, которые специалисты Юго-Восточного межрайонного центра помощи оказывают своим клиентам. Были организованы зоны здоровья, профессиональной адаптации, творчества, а также консультации по социально-психологическим и социально-правовым вопросам. Программа мероприятия получилась довольно насыщенной. Посетители могли не только получить подробную информацию по каждому направлению деятельности, но и на месте протестировать услугу. Здесь мы представили наших специалистов. Можно психологи, пожалуйста, здесь присутствуют, социальные педагоги. Также возьмем даже у нас недавно открылась швейная мастерская по социальным расценкам, швейная мастерская, парикмахер и мастер по ремонту обуви. Также здесь мы можем увидеть аннуцияцион азатлык. Значит, пожилые люди могут обратиться со своими вопросами, может, кого-то заинтересует что-то именно об услугах, о перечне предоставляемых услуг.
По словам организаторов, социальная ярмарка – это новая форма общения не только для города, но и для республики, позволяющая людям в одном месте решить все свои социальные вопросы. На обращение граждан в этот день отвечали представители Центральной городской больницы, Общества глухих и Общества инвалидов, Центра социального обслуживания населения «Азатлык», Межрайонного центра занятости, Республиканского центра социальной поддержки населения, отдела ЗАГС. Вот мы сегодня с ребенком получили 2 консультации очень хорошие. Во-первых, что социальные мы должны иметь какие-то гарантии, а вот мы не все это знали действительно, и нам прямо объяснили, что даже вот мелкие мелочи, но вот по билетам, по этим лекарствам мы, оказывается, имеем право получать. Вот я считаю, что вообще нужны такие вот мероприятия и почаще приглашать. Ну, как-то афишировать, сильно не афишировали, вот мы не знали. И вот сегодня попали, и очень даже рад, что попали в такое мероприятие. Очень хорошо, что сегодня вот первый раз в нашем городе проводится ярмарка социальных услуг населению. Это, значит, инвалидам и пенсионерам. Это очень нужное мероприятие. Все специалисты в одном месте, и все вопросы можно это задавать и получить ответ на него. И очень хорошо, что вот с общества слепых, у кого есть вопросы, это обеспечили автомобильным средством, привезли, и это очень приятно. Но я желаю, чтобы это было постоянно, и это очень хорошее начинание. Еще одна немаловажная задача ярмарки социальных услуг, по признанию организаторов, поднятие духа социально незащищенных граждан. Они должны знать, что не одиноки в своем мире проблем и выход есть из любой ситуации. Подобные мероприятия теперь будут проводиться регулярно. Данила Алибаев, Айгуль Хамитова, Алик Кадыров, Гульгина Рискилина, телекомпания СТВ. Сибай присоединился ко всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». Местный этап прошел недавно в школе номер 12. Занять места за партой и пройти через все, что предстоит пройти выпускникам в конце учебного года, изъявили желание 67 родителей. Среди них работники городской администрации и депутаты. Родителям выпускников нашего города пришлось испытать на себе то, что предстоит в скором времени пройти их детям – процедуру сдачи единого государственного экзамена. Родителей, как и полагается на настоящем ЕГЭ, сопровождали представители общеобразовательных учреждений, курирующих вопросы организации и проведения государственной итоговой аттестации и классные руководители. В рядах отцов и матерей, как водится, царило легкое волнение. В течение следующих 30 минут, отведенных на решение экзаменационных заданий, им предстояло решить первую часть ЕГЭ по русскому языку. В аудиториях им продемонстрировали принятую в этом учебном году технологию распечатывания контрольно-измерительных материалов. Дозвониться до домочадцев, чтобы сообщить, в какой кастрюле остался ужин, не получится. В коридоре установлена система подавления сотовой связи. Вообще сегодня воссозданы все условия реальной сдачи единого государственного экзамена. Родители сами увидели, что распределили по аудиториям, потом прошли через металлоискатели. Они видели, что металлоискатели и реально работают. Это будет также и наших выпускников вот также пропускать. Регистрация, заполнение бланков, печать экзаменационных материалов, контроль наблюдателей на экзамене. При себе, как водится, лишь паспорт и черная гелевая ручка. Ознакомление с процедурой на практике, по мнению организаторов акции, должно помочь родителям пересмотреть свое отношение к единому государственному экзамену. Мы хотим данным мероприятием снять ту напряженность, которая иногда муссируется среди родителей, что там страшно, что условия не те, которые нужны быть, что плохо бывает детям от той обстановки, которая создается при сдаче ЕГЭ. Они посмотрят своими глазами, я думаю, проведут разъяснительную работу, расскажут своим близким, друзьям. И вот эта напряженность, которая обычно создается перед сдачей ЕГЭ, она снимется. Сдача единого государственного экзамена – момент для каждого выпускника, вне всяких сомнений, ответственный. В этот день вчерашние школьники подводят итог 11 годам обучению в школе. Готовятся перейти на следующую ступень поступления в высшее учебное заведение. Процедура проведения ЕГЭ ежегодно подвергается ужесточению. Вводятся превентивные меры, направленные на предотвращение возможности смухлевать при решении экзаменационных заданий. Только такой контроль
по мнению организаторов, и позволяет добиться объективной оценки знаний выпускников и, как следствие, честной конкуренции при поступлении в вузы. В конечном итоге присутствие наблюдателей, камеры в аудиториях и рамки металлоискателей всего лишь формальность, что показательно сами родители покидали аудитории в хорошем настроении. Специалисты отмечают, зачастую взрослые переживают ответственные моменты в жизни своих детей гораздо острее, чем того требуют обстоятельства. Ребенку же в такой период в первую очередь требуется родительская поддержка. Ринат Музафаров, Али Кадыров, Любовь Карпова, телекомпания СТВ. А теперь к новостям спорта. В поселке Горный на базе 5-й школы прошли традиционные соревнования по карате клуба Тамаши-Рю с приглашением ветеранов боевых действий. Первенство было приурочено ко Дню защитника Отечества. Тему продолжит Евдокия Титаренко. К ежегодному первенству клуба Тамаши-Рю, посвященному Дню защитника Отечества, каратисты подготовились основательно. Совсем недавно ребята удачно выступили в Магнитогорске на соревнованиях по карате Кикусинкай. По словам руководителя клуба Руслана Софиуллина, прошедшие бои для ребят стали серьезным испытанием на прочность и волю. Соревнования проходят обычно на базе 5-й школы. Участвуют в основном дети и юниоры. То есть призвано повысить боевой уровень, качество подготовки бойцов. На первенстве клуба Тамаши-Рю ребята показали свою стойкость и умение принимать как победу, так и поражение. Несмотря на боль и небольшие синяки, полученные во время поединков, даже самые маленькие каратисты смело продолжали биться до конца. Другие же спортсмены, ожидая выхода на татами, решительно были настроены на победу. Мне 5 лет. Я хожу на карате 2-й год. Я хочу на соревнования выиграть. Нравится вообще на карате ходить? Да, нравится. А на соревнования ездил какие-нибудь еще? Ездил. Выиграл? Ни один раз не выиграл. Я сейчас постараюсь выиграть. Я чемпион Челябинской области, побеждал 5 раз. Я уже хожу 3 года. Я на соревнованиях участвовал 3 раза. 1 раз 1 место, 2 раза 2 место. Я еще пока не знаю, что означает мой пояс. Но сегодня ты вообще что ожидаешь от сегодняшних соревнований? Думаю, 1 место, либо 2 получу. Как говорят каратисты, каждое соревнование – это в первую очередь спортивный опыт, который куда важнее регалий и побед. Поэтому каждый спортсмен, несмотря на то, выиграл он или проиграл, стал намного сильнее морально и физически. Евдокия Титаренко, Радмир Сингулов, Любовь Карпова, телекомпания СТВ. Если у каратистов главную роль играют натренированные руки и ноги, то героям нашего следующего сюжета важны наметанный глаз и твердая рука. В Сибае прошли соревнования по стрельбе из традиционного лука. Еще тысячелетия назад лук и стрелы использовались для добычи пищи. В наши дни редко кто предпочитает охотиться в спартанских условиях где-то в лесу. Но между тем количество любителей проверить себя на меткость и ловкость увеличивается. Именно поэтому все большую популярность приобретают турниры по стрельбе из традиционного лука. Очередной в нашем городе состоялся в физкультурно-оздоровительном комплексе «Беркут». Впервые в нашем городе провели открытый турнир по стрельбе из традиционного лука, в котором участвовали 14 стрелков, которые научились стрелять еще, я думаю, что еще маленькие они научились стрелять, занимались в гимназии-интернат. Как отметил главный судья, соревнования проводятся в целях пропаганды и развития национальных видов спорта, воспитания национального духа. Преследуют они и еще одну цель – подготовку участников к республиканскому фестивалю «Ирандык-Батыры», который пройдет в 2018 году. Заявки на участие в открытом турнире по стрельбе из традиционного лука подали 14 человек. Большая их часть представляла трудовые коллективы нашего города, но были и приезжие спортсмены из Баймака. Все они уже не 1-й месяц занимаются этим видом спорта. Кажется, в нем нет ничего сложного – оттянуть тетиву, прицелиться, а после резко отпустить. Но все же опыт и сноровка необходимы, дабы правильно рассчитывать траекторию полета. Освоить всю технологию новичкам помогают в гимназии-интернате, где работает специализированная секция. С
Стрельба из лука требует разнообразных видов подготовки – физической, технической, тактической и даже интеллектуальной. Сибайцы привыкли состязаться обычным классическим луком, тогда как и их существует множество. Мастерят такие изделия из разных пород дерева – клена, сосны, березы. А где можно приобрести вот эти снаряжения? Ну, это сложно. Если сам не делаешь, там по интернету они дорогие стоят, больше 20 тысяч. Если только по заказу, у нас вот в Баймакском районе, например, Байготлин Айбулат делает такой лук. За этим простым на вид деревянным изделием кроется опыт многих цивилизаций, ведь лук появился много тысячелетий назад. У башкир, как и у других народов, этот инструмент использовался для охоты и во время войны. С раннего детства мальчишек сажали на коней и обучали навыкам обращения с оружием, меткой стрельбе из лука. Батырами-лучниками восхищались. Об их ловкости и меткости слагали стихи и пели песни, создавали легенды. Например, российский географ и краевед Черемшанский писал, что башкиры действуют с такой силой, что даже на небольшом расстоянии пущенная стрела пронзает насквозь не только человека, но даже лошадь. Стрельба из лука – не только история, но и современный вид спорта. В 20 веке она появилась в программе Олимпийских игр. Такое занятие отлично сказывается и на здоровье, ведь прицеливаясь, нужно держать прямую осанку, а фокусировка взгляда то на мишени, то на стреле тренирует зрение. В республике существует всего 3 спортивные школы – в Уфе, Мелеузе и Бирске. Но, несмотря на это, желающих обучиться стрельбе из лука и поучаствовать в турнирах достаточно много. Это показали и прошедшие в Сибае соревнования, по итогам которых отмечены лучшие лучники. Они начинают подготовку к республиканскому фестивалю «Ирандык-Батыры». Лена Кириллова, Альмира Ишкуватова, Радмир Исенгулов, Гульгина Раскильдина, телекомпания СТВ. 23 февраля в Ледовом дворце Ирандык прошло открытое первенство города Сибай по фигурному катанию на коньках. В соревнованиях приняли участие как юные спортсмены, так и кандидаты в мастера спорта. Скольжение по льду, выполнение различных элементов, вращение, поддержка партнера, комбинации шагов – все вместе это составляет один из самых зрелищных видов спорта – фигурное катание. Помимо красоты, оно является еще одним из самых сложных направлений. Но участники открытого первенства города доказали, что им все под силу. Со своими программами они справились мастерски. Сегодня у нас в Ледовом дворце Ирандык проходит прекрасное мероприятие. Это один из красивейших видов олимпийских видов спорта – фигурное катание. Данное мероприятие, открытое первенство города Сибай по фигурному катанию, у нас проводится уже второй раз. В том году у нас первое соревнование, в этом году традиционно уже вторые соревнования. Данное соревнование проводится при содействии Федерации фигурного катания Республики Башкортостан, также Министерства молодежной политики и спорта Республики Башкортостан. Поучаствовать в соревнованиях приехали спортсмены из крупных городов Башкортостана, а также из Челябинской и Оренбургской областей. Выступления фигуристов начались в 9 утра и продолжились до самого вечера. Мне понравилась медаль, игрушку как мне дали, как я выступил, мне понравилось. Молодец. А в каких еще соревнованиях ты участвовал? Я участвовал в Москве, Санкт-Петербурге. Как отметили судьи, фигуристы выступали в парном и одиночном катании. Сибай представили 14 юных спортсменов, которые показали отличные результаты. В нашей копилке 3 золотые, 3 серебряные и 1 бронзовая медали. Но на этих достижениях сибайцы не останавливаются. Уже сегодня наши спортсмены выступают в городе Уфа на республиканском первенстве по фигурному катанию. Евдокия Титаренко, Радмир Исенгулов, Гульгина Раскильдина, телекомпания СТВ. В городе состоялся лыжный забег в рамках Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России-2017». Эти соревнования традиционно набирают большое количество участников. Мороз и солнце – день чудесный. Слова из стихотворения известного русского классика как нельзя точно описывают погоду, которая царила в день соревнований. Спортсмены Сибая, Баймакского и Хайбелинских районов лыжными гонками проводили уходящую зиму. В общей сложности участие в массовом забеге в рамках «Лыжни России» приняли более 350 человек. Сегодня у нас стартует массовая Всероссийская лыжня России. Лыжная гонка – это «Лыжня России 2017». Она уже традиционно проходит у нас в феврале месяце. Мы активно принимаем участие, проводим это мероприятие. Спасибо всем участникам, которые сегодня пришли, несмотря на вот эту вот немного холодную погоду, принимают участие. Я думаю, они все получат только заряд положительных
эмоций, бодрости. Ну и, конечно же, на свежем воздухе, на лыжах это самое прекрасное, как говорится, занятие для здоровья. Традиционный маршрут лыжни пролегал через территорию парка имени Мажита Гафури. Дистанция от 1 до 5 километров. Для тех, у кого не было собственных лыж, работал прокат. Своим задором и боевым духом среди всех участников сразу выделились ветераны спорта, которые также пришли испытать свои силы. Призываю, выходите на старты ГТО, сдавайте ГТО, будьте сильными, крепкими, выносливыми. А ребята, готовьтесь в службе в армии, чтобы были подготовлены. Мне нравится то, что участвует много людей разных возрастов, и взрослые приобщают к спорту, к здоровому образу жизни своих детей. То есть здесь и учителя, и ученики. Сейчас это очень такая тема, ну, как бы болезненная, можно сказать, потому что все меньше и меньше здоровых людей, вот судя по статистике. И надо заниматься спортом. Я за здоровый образ жизни. Километр за километром определялись фавориты соревнований. В итоге судейская коллегия определила имена 14 лыжников. Это спортсмены, показавшие лучшие результаты в своих возрастных категориях. Ринат Музафаров, Альмира Ишкуватова, Али Кадыров, Гульгина Раскильдина, телекомпания СТВ. И это вся информация на сегодня. Самые актуальные новости о жизни города всегда доступны на нашем официальном сайте sibaytv.ru. А я прощаюсь с вами до завтра. Всего доброго и берегите себя.